утро, Республика! В эфире главного национального канала программа «Новый день». И мы рады приветствовать вас в новом телевизионном сезоне. А честь открытия выпала нам, Екатерине Накуровой, и мне, Ивану Луцкуну. Я думаю, что этот новый сезон тоже не оставит никого равнодушным. И творческая команда НВК «Саха» и программы «Новый день» сделает все возможное, чтобы у нас были новые интересные проекты, живые такие позитивные гости. И будем дарить, как обычно, с утра только самые хорошие настроения. Ну а впереди новая неделя. На календаре 9 сентября, понедельник. Я бы отметила, что сегодня не просто 9 сентября. В этой дате целых 3 девятки. Потому для астрологов, нумерологов и для всех тех, кто верит в эти практики, сегодня по-настоящему магический день. Ну а в календаре этот день отмечен как Международный день красоты. Свои профессиональные праздники сегодня отмечают дизайнеры графики и тестировщики программного обеспечения. Мы поздравляем всех специалистов этих востребованных профессий. Катя, надо было тебя еще туда добавить. Ты сегодня тоже красиво, молодец. Ой, так спасибо, что для тебя сегодняшний день это самое то. Также важно сказать, что с этого дня программа «Новый день» будет выходить с 7 часов утра и до 8 утра, а далее эфир будут продолжать наши коллеги с программы «Санагюн». Так что тоже их не теряйте, и в течение часа они будут вместе с вами. Ну а теперь настало время по традиции ознакомиться с прогнозом погоды. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -2 плюс 1 градус. Днем ожидается до плюс 12, плюс 15. В Заречье утром +2, плюс 6. Днем плюс 11, плюс 13 градусов. В южных Улусах плюс 1, плюс 6 утром. Днем плюс 7, плюс 9 градусов. В Вилюйских Улусах плюс 4, плюс 7 утром, днем до плюс 16 и 17. В Нижнеленских плюс 7, плюс 8 утром, днем плюс 11, плюс 14. В Западных Улусах от 0 до плюс 9 утром, днем ожидается до плюс 15 градусов. В Колымайдигирских Улусах утром плюс 6, плюс 3, плюс 6, днем плюс 7, плюс 11. В Янских Улусах плюс 1, плюс 4 утром, днем плюс 5, плюс 9 градусов. В северо-западных Улусах плюс 5, плюс 8 утром, днем ожидается плюс 3, местами плюс 11 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 3 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается без осадков. Температура воздуха прогреется до плюс 14, плюс 16 градусов. Ну а далее нас ждет свежий информационный блок. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, после чего мы с вами увидимся снова. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В республике состоялся единый день голосования. Всего прошли 57 избирательных кампаний в 25 районах и в поселке Жатай. По первым подсчетам голосов на выборах главы Алайховского района лидирует Яков Елисеев. Он набрал 59,4% голосов от общего числа проголосовавших. А на выборах главы Нижнеколымского района побеждает Валерий Сентяков. Он получил 725 голосов, набрав 45,45%. В Алекумском районе подавляющее число проголосовало за Николая Харбина. В Жатае уверенно лидирует Евгения Исаева. Отмечу, что жители Якутии также выбирали глав поселений, депутатов поселений и районного уровня. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения. Это поможет понять, насколько качественно оказывается медицинская помощь в отдаленных уголках страны. При этом она добавила, что инвентаризация даст возможность глобально думать о том, как модернизировать систему обязательного медицинского страхования. Большой проблемой в регионах остается плохая оснащенность и недостаточное финансирование небольших медицинских учреждений.
Школьники и студенты Якутии познакомятся с азами финансовой грамотности. С сегодняшнего дня по 12 сентября в республике пройдет всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченная ко Дню финансиста. В ходе открытых занятий ученики и студенты встречаются с представителями Министерства финансов, отделения Национального банка по республике и финансовых органов в муниципальных районах. На уроках и лекциях старшеклассники и студенты знакомятся с основами бюджетной грамотности, рационального использования финансовых ресурсов и грамотного потребительского поведения в отношении розничных финансовых услуг. Жители Якутска ознакомились с умными сервисами для современного образования в рамках ярмарки кружков. Особое внимание родителей привлекла единая школьная карта. С помощью нее они могут контролировать питание и расходы своих детей. Помимо этого, держатели карты могут воспользоваться услугами библиотеки и даже оплачивать проезд в автобусах. Отмечу, что для школы учеников карты являются бесплатными. Безналичный способ оплаты, и оно дает несколько плюсов, да, можно сказать, потому что дети не пользуются, перед едой грязными деньгами, да, не покупают там из магазинов кока-колу, шаурму и так далее, питаются только внутри школы. Наша цель – это всестороннее развитие детей. У нас на платформе не только питание, но и есть еще поиск дополнительных кружков, да, умная библиотека, можно сказать, и также этой же карточкой дети могут еще пользоваться транспортной картой. Проведение в Екатеринбурге чемпионата мира по боксу среди мужчин поспособствует популяризации этого вида спорта в России, отметил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в ближайшее время зрителей ждет немало ярких поединков. Напомним, 20-й чемпионат мира по боксу среди любителей пройдет с 7 по 21 сентября этого года. В соревнованиях примут участие 467 спортсменов из 88 стран. Это станет рекордом в истории чемпионата мира по боксу. Всего на турнире будет разыграно 8 комплектов наград среди различных весовых категорий – до 52 килограммов до свыше 91 килограмма. Якутский боксер Василий Егоров узнал ближайших соперников на чемпионате мира. В Екатеринбурге состоялась официальная жеребьевка участников. Василий Егоров в первом круге окажется свободным, а затем встретится с победителем пары Луис Дель Кадо из Эквадора и Кашивасаки Тоши из Японии. Далее, скорее всего, против него выйдет представитель Франции, обладатель Кубка мира Белял Беннама. Также в верхней части сетки, где находится Егоров, оказался и чемпион мира, серебряный призер панамериканских игр Йосвани Ветия. С ним якутянин может встретиться в четвертьфинале. Олимпийский чемпион Джахападдин Заиров в нижней сетке, то есть Егоров может сразиться с ним лишь в полуфинале. Всего в категории до 52 килограммов выступит 41 боксер. Тем временем якутянка Ниргуяна Никифорова стала победительницей чемпионата России по дзюдо, проходящего в столице Ингушетии. В весовой категории до 78 килограммов чемпионата России за медаль боролись более 20 спортсменов. Ниргуяна Никифорова на пути к финалу победила 3 соперниц. По мнению чемпионки России по дзюдо, все поединки прошли тяжело, поэтому довольны результатом, но не борьбой. Такова информация к этому часу. Не переключайтесь. Открываем новый телевизионный сезон. О новых проектах, которые сможем увидеть первым, мы сегодня поговорим с креативным продюсером НВК «Саха» Михаилом Павловичем Сергеевым. Кстати, поздравляю Михаила Павловича с новым витком в его жизни. Доброе утро. Михаил. Спасибо. И вас, коллег, тоже поздравляю с началом нового сезона. И, конечно же, я поздравляю наших телезрителей, которые, конечно же, ждали этот новый сезон. Давайте не будем томить. Что же ждет в новом сезоне нашего любимого зрителя? Какие передачи новые, старые, что мы увидим? Что накреативили? Ну, пока мы еще не накреативили, но, тем не менее, мы уже начинаем наш 56-й телевизионный сезон. Как уже заметили наши телезрители, мы в этом году сезон начинаем именно с вас, с Катей и Ваней. Ваня, Да, кстати, поздравляю с завершением выборов. Спасибо И большое. то, что стал депутатом, да. И вот видишь, вот тоже креативный формат. Ты уже выходишь в эфир депутатом Да. Житайского районного Да. совета депутатов, да? Да. Мгм.
Вот с русского блока мы начинаем, конечно же, наше вещание, чтобы это было удобно для городских зрителей. Как известно, городские зрители, они рано подключаются к нашему эфиру и уже рано убегают на свою работу, кто на учебу, да. Поэтому мы начинаем свой эфир именно с русского блока. С 8 уже подхватят наши друзья из якутского блока «Санакюн». Что касается программы «Город женщин», он будет выходить тоже в утреннее время, сразу после нашего эфира, в 9:15 и 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. Да? А по вторникам и по четвергам у нас будут выходить кулинарные программы. Это вот новые проекты «Ащеттар» и «Готовим вкусно». Там мы будем, конечно же, говорить о новых блюдах, о новинках якутской кухни, конечно же. И я думаю, что нашим телезрителям будет очень интересно узнать, какие же новинки у нас Кулинарная есть. Да. передача. На федеральных каналах много кулинарных программ, но там очень много всяких ингредиентов, которых даже и не запомнишь, и не найдешь, возможно, в наших магазинах. Но у нас вот наша кулинарная программа, она будет удобна тем, что Все будет доступно. да, все будет доступно в наших магазинах. И, конечно же, самая ожидаемая премьера этого сезона, это, конечно же, наши сериалы. Вот как раз видим, да, сейчас Да. на экране было, да, Да, заставка? на экране мы как раз-таки видели отрезки этих сериалов. Да. В этом году мы продолжили съемки сериала «Тайна одного лета», «Возвращение» называется нынче. И там уже будет логическое завершение того сезона, который был начат в прошлом году. Также новый сериал у нас «Лиза и Иза». Да, это о приключениях молодежи. Ну и, конечно же, мы в этом году, наша творческая группа, начала съемки 3-го сериала. Ну, об этом, конечно же, наши телезрители в скором времени узнают первыми, о чем там этот сериал и когда же он выйдет на экраны. Ну, сериал у нас стартует в ноябре. Да, до этого у нас пройдет в эфир проект реалити-шоу «Ферма», который этим летом тоже снимался в Сунтарском районе. Да. Прошлый сезон «Ферма», «Камень счастья» он назывался, он тоже прошел очень успешно. Проект очень смотрибельный и в интернете, поэтому в этом году вот наши сунтарские коллеги тоже продолжили съемки, но уже более таком другом, даже, возможно, в мистическом формате, можно Интересно. сказать. Да. Ну вот как раз про интернет. Сохранится ли вещание в интернете, на каких площадках? Конечно же, наше вещание в интернете у нас сохранится. Мы, наоборот, даже увеличиваем наши среды вещания. Да? Мы вещаем и на спутнике, и в интернете можно нас найти как на YouTube, также в сервисе Яндекс.Эфир. Также, поскольку сейчас современные телевизоры все поддерживают формат Smart, да, вот наш канал можно даже доступен на платформах Smart TV. Ну, стоит отметить, что среди премьер ожидается и шоу танцевальное, и детей мы тоже не обделили, маленьких. Да. Да, кстати, наши дети в этом году вот с сегодняшнего дня их ждет новый мультсериал. Тоже он федеральный, наш российский сериал «Фиксики». Перевели на якутский язык. Очень интересно получилось, да. В прошлом году у нас одна Маша пела, плясала и баловалась на нашем эфире. То в этом году у нас уже 4 самых умных фиксиков будут учить наших маленьких детей чудесам науки, так скажем, да, и все это будет на якутском языке. И, конечно же, вот наш танцевальный проект «Инкюле», «Танцуй» называется, да, и этот проект у нас стартует в октябре. Сейчас продолжается прием заявок. На этом конкурсе могут принимать участие непрофессиональные танцевальные коллективы и коллективы, членам которых старше 18 лет. Ну, потому что членам жюри перед нами была уже поставлена задача, чтобы там не участвовали дети. Детских конкурсов у нас очень много, да, и, конечно же, наряду со взрослыми детей судить, конечно же, бывает очень сложно. Поэтому здесь непрофессиональные танцевальные коллективы, это могут быть и коллективы, которые созданы внутри предприятий, организаций. Есть даже семьи, организовывают свои танцевальные коллективы, и вот они все могут себя показать всей республике. Это будет проходить, кастинги будут проходить с октября в прямом эфире, каждую субботу с 7 вечера. Вот как в прошлом году у нас очень рейтинговый проект «Энсулускун» был.
Спасибо, Михаил Павлович, что подошел С к нам нетерпением, сегодня, да, будем ждать новых проектов, премьер. Оставайтесь на нашем канале, вы увидите все Да, первыми. хочется пожелать нам всем, и вам, и нам новых творческих побед. И главным оценщиком будет наш телезритель. Так что смотрите, оставайтесь вместе с нами, а мы продолжаем. А на базе Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия открылся расширенный сектор электронных услуг Центра «Мои документы». Тему продолжит наша коллега Наталья Колесова. Теперь электронные госуслуги можно получить и в библиотеке. При успешной реализации пилотного проекта этот опыт Национальной библиотеки будет распространен на районы республики, где при участии многофункционального центра будут открыты подобные секторы. Данный сектор является уникальным проектом не только для Якутии, но и для России в целом. Идея открыть сектор на базе библиотеки на самом деле пришла не так уж давно, летом этого года. Мы взялись за реализацию данного проекта и вот в течение 1,5 месяцев его реализовали. Это очень удобно и имеет большие перспективы дальнейшего развития в связи с тем, что на базе многих библиотек есть центры общественного доступа. То есть это оборудованные места рабочие и подключение к сети интернет, и граждане могут воспользоваться данными местами. Сектор оснащен 15 рабочими местами. Граждане могут получить методическую поддержку по оказанию услуг в электронной форме. Как отмечают сотрудники МФЦ, сектор пользуется популярностью со дня открытия. В день обслуживается около 200 человек. Если ты находишься в городе, тебе нужен интернет, если хочешь записаться к врачу, это очень удобно. Сегодня, например, я записываюсь к доктору в стоматологию, так как там очередь большая, через сектор электронных услуг это удобнее. Через мои услуги мне надо было справку получить о несудимости. Вот я получил. Ну и свои дела тоже делаю здесь. Очень удобно и просто, и бесплатно, самое главное. Проект несет большую социальную нагрузку в связи с тем, что электронные технологии активно входят в нашу жизнь. Благодаря открытию сектора граждане смогут без труда решать бытовые проблемы. Наталья Колесова, Александр Степцов. Новый день. Каждый из нас волей-неволей все равно сталкивается с получением каких-либо государственных или муниципальных услуг. Вот буквально недавно я сам воспользовался одной из таких услуг, благо есть такой хороший портал, единый портал государственных услуг. Кстати, до конца текущего года на этом портале появится еще несколько десятков новых видов услуг, которые можно будет получить в электронном виде. Подробности далее. По данным Минкомсвязи, справочно-информационном интернет-портале госуслуг по состоянию на апрель 2019 года было зарегистрировано 86,5 миллиона россиян. Сайт обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации, а также предоставляет госуслуги в электронной форме. Все услуги размещены на портале, соотнесены с конкретным регионом России. Суперсервисы построены на анализе жизненной ситуации человека и проактивном предоставлении всего необходимого комплекса услуг в один клик. Сейчас там доступны прототипы суперсервисов, которые помогут при рождении ребенка, поступлении в ВУЗ, переезде в другой регион, оформлении Европротокола, подаче заявлений в правоохранительные органы и другие. Всего 10 суперсервисов. Любой может с ними ознакомиться и высказать свои замечания. До конца сентября текущего года планируется всего 25 суперсервисов для работников, пенсионеров, автовладельцев, собственников, студентов, иностранцев и предпринимателей. Доброе утро! Сегодня отмечается Международный день красоты. Каждый человек, несомненно, хочет быть красивым и неповторимым. Кроме того, каждый желает оставаться молодым и красивым. Да, ведь не зря говорят, что красота спасет мир. Красота – понятие субъективное. В каждой эпохе существовали свои представления о красивой внешности. Первый в мире конкурс красоты состоялся в городе Спа в 1888 году, а самый необычный конкурс красоты прошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Там выбирали самого красивого верблюда.
По статистике экспертов, на групповом фото человек выглядит более симпатичным, чем на индивидуальном. В США поговаривают вот уже несколько лет о запрете куклы Барби, так как эта игрушка деформирует психику девочки, которая стремится быть похожей на этот вымышленный образ. Но для мужчины, который описывает образ идеальной женщины, красота стоит далеко не на первом месте. В Древнем Китае длинные ногти символизировали мудрость, а первый лак для ногтей был выпущен в 1932 году компанией Max Factor. Яркий маникюр был у знатных египтян. Рабы же имели право на неброский цвет ногтей. Славянки для того, чтобы с лица не сходил румянец, использовали сок малины или свеклы. На Руси принято было умываться росой с ароматных цветов для поддержания красоты. А вот в Адыгее во время ежегодных народных гуляний королева праздника должна была умыться, чтобы доказать свою натуральную подлинную красоту. Во многих африканских странах ради красоты покрывают свое тело множеством шрамов. Красота, может быть, и не спасет мир, но она явно сделает его приятнее. Поэтому поздравляем с Международным днем красоты. Вот такой замечательный позитивный сюжет о красивых и симпатичных. А чтобы быть такими, надо вести здоровый образ жизни. Вот как раз мы и поговорим об этом и теме, связанной с этим. У нас сегодня в студии гости. Это Елена Колесникова, она эксперт Общественной палаты Республики Саха-Якутия. И гости с Москва-Сити, да? Значит, Дамир Нигматянов, тренер-консультант, коуч, и Олег Моисеев, руководитель Московского городского отделения Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело». Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Ну, наверное, первый же вопрос к вам. Какие проекты вообще есть у организации и как вы их реализуете на территории в целом всей страны? Ну, у организации масса проектов. Основное это, конечно, широкое распространение идей, как вы уже сказали, здорового образа жизни. Это профилактика зависимого поведения, разных форм зависимого поведения, химических и нехимических зависимостей. Это сегодня создание на территории Саха-Якутия многочисленных волонтерских отрядов, подростков, которые готовы помогать нам в этой работе. А вот каким образом они будут помогать? То есть будут какие-то лекции читать? У нас есть программы, которые называются «Равный равному». И подростки могут на основании наших программ, снятых, удобно, методически оформленных, проводить такие лекции для таких же, как они, подростков, для своих классов и для младших школьников, например, и даже для детишек из детских садов. Катерина. Ага. Елена, ну расскажите, недавно у вас состоялась поездка как раз-таки, да, совместная в Нерюнгри, да? С Нерюнгри да, у нас по республике было запланировано множество проектов, мероприятий, мы их все успешно реализовали. В Нерюнгри у нас со 2 по 5 число проходил антинаркотический форум, где мы охватили максимальное количество людей. Это и родители, и специалисты, и школьники, и студенты. И действительно для нас самое важное – это создание таких в республике волонтерских отрядов, которые, получается, что дети, которые вовлекаются в эту деятельность активно, они и сами для себя такую мощную профилактическую работу делают. И когда это доносят, оно более эффективно. Здесь в республике, в Якутии, мы провели, вот буквально вчера уже было у нас закрытие, в лагере Каландрашвили слет волонтеров, и мы собрали со всех школ города, ну, примерно по 4 человека. Это тоже будущие волонтеры, притом занятия настолько прошли эффективные, что всего лишь за 2 дня тренингов и мастер-классов дети в конце уже сами показывали практику и читали, защищали свои уроки. Было очень позитивно, и они восприняли весь тот уникальный опыт, практику от наших спикеров. И сегодня мы работаем уже со студентами, будем готовить студентов СВФУ для того, чтобы они были волонтерами и работали в этом направлении. Лен, ну вот сразу вопрос продолжения. А вообще какие есть проблемы в Якутии, вот, связанные с антинаркотическим поведением? То есть, вот, где, возможно, риски в первую очередь у молодежи? На что надо делать акцент? Ну, сейчас это везде, по всей стране, и не только в нашей стране проблема, это синтетические наркотики. И поэтому как раз для того, чтобы предотвратить это, самое лучшее все-таки это профилактика, потому что уже реабилитация процент очень мизерный. Поэтому мы реализуем самые эффективные программы по профилактике. Это, во-первых, до первой пробы, это раз, и, во-вторых, вовлекать в активную деятельность саму молодежь, чтобы они таким образом больше были защищены. А возраст какой?
вовлечения от скольки можно? Сегодня возраст приобщения к табаку в различных регионах нашей страны 6-9 лет. А табак – это первое, к сожалению, легализованное наркотическое вещество, которое у нас, к сожалению, очень большие проблемы в обществе. А вот волонтерами тогда во сколько лет можно стать? А волонтерами, мы стараемся привлекать все-таки старших школьников. У нас основной возраст сегодня семинара был 15-17 лет. Что самое основное вы пытаетесь донести на своих тренингах? Формирование трезвого, здорового мышления. Наверное, это самое основное. И когда дети получают возможность опираться на наши материалы, на нашу информацию, построить для себя здоровое, трезвое, успешное будущее. Ну и, на мой взгляд, еще очень важный момент – это не просто, чтобы ребенок сам освободился от зависимости в случае, если он уже приобщился к курению, чтобы дети, которые сталкиваются с предложением попробовать наркотики или выпить алкоголь, чтобы они могли противостоять этому задолго до того, как столкнуться с этой ситуацией. Мы готовим ребят, чтобы они могли сказать «нет». В то же самое время мы понимаем, что ребенок должен быть способен не только самостоятельно вести здоровый образ жизни. Его задача заражать этим подходом и свое окружение. То есть говорить о том, что круто как раз быть здоровым, быть спортивным, строить продуктивные, нормальные отношения без психоактивных веществ. Ну вот, а вы учитываете какие-то особенности регионов? Все-таки вы бываете по всей стране. Вот есть какие-то в Якутии, к примеру, особенности? Ну, я думаю, что встретившись с ребятами в Якутии, мы увидели, что дети везде, по всей стране, они одинаковые, они очень яркие, наполненные энергией. И вот мы не увидели, что в Якутии ребята как-то чуть более сдержаны, хотя нам об этом говорили. Поэтому мы как раз получили ту самую энергию, драйв, работая с молодежью. И мы осознаем, что самый главный момент, что дети действительно должны научиться не только самостоятельно вести здоровый образ жизни, но они должны создавать вокруг себя среду. И вот в случае, если мы даем им инструменты влияния на свое окружение, то тогда начинает меняться ситуация в школе, и вот эти здоровые очаги, они могут по-настоящему заражать и всю атмосферу в городе. Я так понимаю, вы создаете систему, да, определенное взаимодействие молодежи, вот здесь посредством и школ, и образовательных учреждений, там, допустим, среднего специального. Вот каким образом педагоги, организаторы, там, заместители директора по воспитательной работе могут выйти на вас, наладить какие-то контакты или, может быть, пригласить на тренинг, вот когда он у вас где пройдет? Ну, я могу сказать, что у нас подписано подобное соглашение. Уже 30 января этого года мы подписали подобное соглашение и уже работаем, в том числе и с замами, и с директорами, и с учителями. Вот сегодня у нас будет, например, семинар проходить для замов по воспитательной работе. И как раз вот Дамир, Олег уже проводил для 300 педагогов в начале этого года, а Дамир уже по лидерским качествам, потому что Дамир – это тренер-коуч топ-менеджеров России, он знает все такие нововведения, а они универсальны в любом коллективе, в любой системе, либо это какая-то крупная организация, либо школа. Я хочу здесь добавить тоже, вот Олег правильно сказал о том, что про курение, да, вроде мы говорим об антинаркотическом направлении, но я хочу такую статистику огласить, что если ребенок, ну или молодой человек не курит и не пьет, полностью трезвый, то вероятность того, что он станет наркоманом или попробует наркотики, 0,03. Поэтому это называется в профилактике триада профилактики, когда мы все вот эти вот психоактивные вещества исключаем из жизни ребенка. Уважаемые гости, огромное вам спасибо за интересную беседу этим утром. Очень надеемся, что будет плодотворно проходить работа в этом направлении. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну а мы хотим напомнить вам про наш WhatsApp. А мы продолжаем наш эфир. Доброе утро всем, кто вместе с нами. С новым днем. Телеканалом НВК Саха мы открыли новый телевизионный сезон, по-моему, 56-й уже по счету. Сегодня 9 сентября 2019 года. Ну и не успела я до рекламы сказать, напомнить вам про наш WhatsApp номер абонент МТС 279-2262, на который мы по-прежнему всегда по традиции ждем ваши сообщения. Ну а далее передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Не переключайтесь.
В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В республике состоялся единый день голосования. Всего прошли 57 избирательных кампаний в 25 районах и в поселке Жатай. По первым подсчетам голосов на выборах главы Алайховского района лидирует Яков Елисеев. Он набрал 59,4% голосов от общего числа проголосовавших. А на выборах главы Нижнеколымского района побеждает Валерий Сентяков. Он получил 725 голосов, набрав 45,45%. В Алекумском районе подавляющее число проголосовало за Николая Харбина. В Жатае уверенно лидирует Евгения Исаева. Отмечу, что жители Якутии также выбирали глав поселений, депутатов поселений и районного уровня. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения. Это поможет понять, насколько качественно оказывается медицинская помощь в отдаленных уголках страны. При этом она добавила, что инвентаризация даст возможность глобально думать о том, как модернизировать систему обязательного медицинского страхования. Большой проблемой в регионах остается плохая оснащенность и недостаточное финансирование небольших медицинских учреждений. Школьники и студенты Якутии познакомятся с азами финансовой грамотности. С сегодняшнего дня по 12 сентября в республике пройдет всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченная ко Дню финансиста. В ходе открытых занятий ученики и студенты встречаются с представителями Министерства финансов, отделения Национального банка по республике и финансовых органов в муниципальных районах. На уроках и лекциях старшеклассники и студенты знакомятся с основами бюджетной грамотности, рационального использования финансовых ресурсов и грамотного потребительского поведения в отношении розничных финансовых услуг. Жители Якутска ознакомились с умными сервисами для современного образования в рамках ярмарки кружков. Особое внимание родителей привлекла единая школьная карта. С помощью нее они могут контролировать питание и расходы своих детей. Помимо этого, держатели карты могут воспользоваться услугами библиотеки и даже оплачивать проезд в автобусах. Отмечу, что для школы учеников карты являются бесплатными. Безналичный способ оплаты, и оно дает несколько плюсов, да, можно сказать, потому что дети не пользуются, перед едой грязными деньгами, да, не покупают там из магазинов кока-колу, шаурму и так далее, питаются только внутри школы. Наша цель – это всестороннее развитие детей. У нас на платформе не только питание, но и есть еще поиск дополнительных кружков, да, умная библиотека, можно сказать, и также этой же карточкой дети могут еще пользоваться в транспортной карте. Проведение в Екатеринбурге чемпионата мира по боксу среди мужчин поспособствует популяризации этого вида спорта в России, отметил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в ближайшее время зрителей ждет немало ярких поединков. Напомним, 20-й чемпионат мира по боксу среди любителей пройдет с 7 по 21 сентября этого года. В соревнованиях примут участие 467 спортсменов из 88 стран. Это станет рекордом в истории чемпионата мира по боксу. Всего на турнире будет разыграно 8 комплектов наград среди различных весовых категорий до 52 килограммов до свыше 91 килограмма. Якутский боксер Василий Егоров узнал ближайших соперников на чемпионате мира. В Екатеринбурге состоялась официальная жеребьевка участников. Василий Егоров в первом круге окажется свободным, а затем встретится с победителем пары Луис Дель Каде из Эквадора и Кашивасаки Тоша из Японии. Далее, скорее всего, против него выйдет представитель Франции, обладатель Кубка мира Белял Беннама. Также в верхней части сетки, где находится Егоров, оказался и чемпион мира, серебряный призер панамериканских игр Йосвани Ветия. С ним якутянин может встретиться в четвертьфинале. Олимпийский чемпион Джахападдин Заиров в нижней сетке, то есть Егоров может сразиться с ним лишь в полуфинале. Всего в категории до 52 килограммов выступит 41 боксер. Тем временем якутянка Ниргуяна Никифорова стала победительницей чемпионата России по дзюдо, проходящего в столице Ингушетии. В весовой категории до 78 килограммов чемпионата России за медаль боролись более 20 спортсменов. Ниргуяна Никифорова на пути к финалу победила 3 соперниц. По мнению чемпионки России по дзюдо, все поединки прошли тяжело, поэтому довольна результатом, но не борьбой.
Такова информация к этому часу. Не переключайтесь. На днях несколько учреждений Якутии вошло в число победителей конкурса лучших практик, обеспечивающих доступность и качество дошкольного образования, проведенного Министерством просвещения Российской Федерации. И с этой приятной новостью к нам пришли гости. Рада представить вам главного специалиста отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Лену Афанасьевну Тамтосову и заместителя руководителя по УВР детского сада номер 18 по Метейчик городского округа город Якутск Ольгу Николаевну Степанову. Доброе утро. Доброе. Ну, давайте об этой приятной новости. С этой приятной новости мы и начнем. Да? Сколько наших учреждений принимало участие? Ну, во-первых, нужно сказать, что это впервые приказом министра просвещения Российской Федерации был проведен этот конкурс. И в нем участвовали все 85 субъектов Российской Федерации. Отбор материалов шел июнь-июль, и в августе, вот буквально на днях, нам сообщили новость, что из 15 победителей регионов Российской Федерации 6 дошкольных учреждений из Якутии. Ну, это большое такое достижение для Республики Саха, для дошкольных учреждений. Были, значит, 5 номинаций. В одной номинации это лучшее муниципальное управление образования субъекта Российской Федерации. Выиграл Верхневилюйский район, отдел дошкольного и начального образования Верхневилюйского улуса. И в следующих 4 моделях лучших практик тоже выиграли наши дошкольные учреждения. Я хочу отметить сегодня это дошкольное учреждение Тулукчан города Якутска, детский сад Прометейчик города Якутска, сетевой центр работы с детьми раннего возраста из города Нюрбы, Нюрбинского района, и детский сад Рябинушка города Нерюнгри. Ну, как раз Ольге Николаевне хочется сейчас задать вопрос. Да. Ваш детский сад 18-й Прометейчик города Якутска стал одним из победителей конкурса. Какую модель вы применяете в обучении детей дошкольного возраста? Мы еще начиная с 2015 года, когда открывался наш детский сад Прометейчик, создали свою авторскую модель открытого образовательного пространства, который состоит из комплекса различной взаимосвязанной развивающей среды, центров активности и детско-взрослых сообществ. Этой средой у нас обеспечены все дети детского сада. Основную образовательную деятельность проходит в центрах активности, где они проявляют свою инициативу, выбирают. У нас нет таких фронтальных занятий, как в традиционных детских садах. Они проходят малыми группами, используя игровые технологии и проектный метод обучения. А детско-взрослое сообщество – это вид дополнительного образования, это немножко похоже на кружки, но здесь тоже дети имеют право выбора, выбрать, какое детско-взрослое сообщество они будут посещать, как они будут, с кем они там будут делить рабочее место, какими видами материалами они будут работать. Все это делается для того, в нашей модели мы делаем большую установку на то, чтобы у детей воспитывать автономию, инициативность и критическое мышление у детей. И в связи с этим, в связи с такими установками и разработана такая образовательная модель. И мы очень рады, что она воспринята так положительно на таком высоком уровне в Российской Федерации. Это показывает о том, что эта победа дала нам правильный путь, что мы показал еще раз, что мы на правильном пути. Вот скоро мы будем отмечать Всероссийский день воспитателя, дошкольных работников. Как идет подготовка к этому празднику, какие события ожидаются? Ну, хочу сразу поздравить с наступающим. Ну, вы правильно назвали этот профессиональный праздник. Он в 2014 году указом президента Российской Федерации вошел в реестр профессиональных праздников. И с этого же года, с 2014 года, он отмечается всегда в городе Якутске, в Министерстве образования и науки Республики Саха-Якутия. В этом году по предложению
министра образования и науки Владимира Анатольевича Егорова. Он будет проходить особо торжественно, потому что мы будем чествовать, во-первых, лучшие практики этого года, да, мониторинг, который проходил в Министерстве просвещения Российской Федерации. Во-вторых, мы будем чествовать лучшие дошкольные учреждения Российской Федерации. Из Якутии вошли туда 11 дошкольных учреждений. В-третьих, мы будем чествовать, значит, лучших воспитателей России. В их число вошли 7 воспитателей России из Якутии. И наш профессиональный конкурс, итоги будут определяться, да? Это лучший сельский детский сад. И мы с удовольствием приглашаем вас на это торжественное мероприятие. А что будет представлено от Министерства образования и науки Республики на всероссийском уровне в рамках этих мероприятий? Да, итогом вот этого профессионального конкурса, организованного Министерством просвещения Российской Федерации, будет Владимиром Анатольевичем обобщен, значит, наш республиканский проект «Одаренный ребенок». И мы с удовольствием говорим, что это проект, лучший проект на российском уровне. И с предложением обратились именно к министру образования и науки, что мы этим очень горды. Спасибо большое, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать новых интересных проектов в сфере образования. Еще раз с наступающим Успехов, праздником. да, и успехов Спасибо дальнейших. большое. Спасибо. Ну а у нас на очереди небольшая рекламная пауза. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир программы «Новый день» на канале НВК «Саха». 9 сентября на календаре. Впереди нас ждет новая неделя, которая обязательно принесет нам только хорошие новости, только приятные, самые позитивные эмоции. И этому будет способствовать, надеюсь, хорошая погода. Очень надеюсь. Прогноз погоды на канале НВК «Саха». Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 2, плюс 1 градус. Днем ожидается до плюс 12, плюс 15 градусов. В Заречье утром плюс 2, плюс 6, днем плюс 11, плюс 13 градусов. А в южных Улусах утром плюс 1, плюс 6, днем плюс 7, плюс 9 градусов. В Вилюйских Улусах плюс 4, плюс 7 утром, днем до плюс 16, плюс 17 градусов. В Нижнеленских Улусах плюс 7, плюс 8 утром, днем плюс 11, плюс 14. В западных 0, плюс 9 утром, днем плюс 14, плюс 15 градусов. В Колымайдигирских Улусах плюс 3, плюс 6 утром, днем плюс 7, плюс 11. В Янских плюс 1, плюс 4 утром, днем плюс 5, плюс 9 градусов. В северо-западных Улусах плюс 5, плюс 8 утром, днем ожидается до плюс 3, плюс 11 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 3 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается без осадков. Температура воздуха прогреется плюс 14, плюс 16 градусов. И мы продолжаем наш эфир вместе с грядущим похолоданием, запахом желтых листьев и поэтическим настроением. Приход осени запускает определенные процессы в нашем организме. Вот, например, вашему вниманию мы предлагаем 6 самых популярных метаморфоз, которые происходят с нашим телом в начале года.
Итак, мы становимся производительнее. Ученые Гарвардского университета провели исследование, в котором приняли участие 136 студентов. Выяснилось, что более некомфортная погода повышает мыслительные способности и творческий потенциал. Поэтому используйте осенние холода как природный ускоритель. Казалось бы, с приходом холодов либидо должно съеживаться, уступая место желанию комфорта и безмятежности. Но это не так. Ученые из Норвегии располагают данными, что у мужчин в октябре и ноябре пиковое содержание тестостерона в крови. Следующими изменениями считаются, мы сужаем круг общения осенью. Ближе к холодам мы вспоминаем о самых близких людях и поддерживаем с ними связь. В доказательство этого годовое исследование, это 22 600 пользователей сотовых телефонов звонили близким чаще в холодное время. Мы становимся задумчивыми. Сезонная депрессия связана с тем, что в нашем организме растет уровень кортизола и одновременно нарушаются циркадные ритмы. Мы видим меньше солнечного света и становимся медленным и сонным на весь день. Регулярные занятия спортом на свежем воздухе в светлое время суток помогут нам. Также нам сложно просыпаться осенью. Чтобы объяснить, насколько сложно вытащить себя из постели очередным унылым прохладным осенним днем, мне нужны научные исследования. Чем меньше солнечного света мы видим, тем больше наш мозг вырабатывает гормон мелатонин, который отвечает за засыпание. И, наконец, самое приятное, мы становимся креативными. Согласно исследованию, чем больше мы чувствуем тепло и комфорт, тем больше мы настроены на построение отношений, любовные дела. Но как только нам становится холодно, наши мысли фокусируются больше на объектах и целях, чем на окружающих. Мы думаем о работе или о произведении искусств, которое мы создаем. Вот такие сезонные изменения происходят в нашем организме этой осенью. Спасибо за внимание, Иван. Спасибо. Ни для кого не секрет, что поддерживать свое здоровье в холодный период нужно употреблять больше витаминов. А как хорошо, если эти витамины выращены на собственном огороде или у бабушки в деревне. Заканчивается сбор урожая этого лета, и мы предлагаем вам посмотреть небольшую зарисовку от нашей телезрительницы, которая прислала нам результат своей плодотворной работы на своем приусадебном участке. А вот что пришло к нам наш WhatsApp номер. Уважаемого любимого брата, дядю Никифорова Семена Дмитриевича поздравляем с 55-летним юбилеем. Желаем доброго здоровья, счастья, успехов. Из Жиганска передают привет братья, сестры, многочисленные племянники. Вот счастливый Семен Дмитриевич, много племянников. Мы сегодня, кстати, не напомнили об еще одном дне. Сегодня отмечается Всероссийский день лука. Я лук не ем. А я очень люблю лук. Очень мне нравится сегодняшний праздник. И это день, это неудивительно, что к такому популярному овощу выделили прямо вот отдельный праздник. О его чудесных полезных свойствах в следующем сюжете. Предлагаем вам несколько интересных и полезных свойств репчатого лука. Не стоит резать лук слишком мелко, ведь при контакте с металлом лезвия ножа и воздухом разрушается большая часть витаминов, содержащихся в луке. Лук является хорошим профилактическим средством против рака, так как в нем, как и в других растительных продуктах, содержится большое количество пищевых растительных волокон. Еще с древних времен известен рецепт применения печеного лука в качестве компресса для лечения мозолей. Благодаря своим антибактериальным свойствам употребление лука снижает шанс появления кариеса. Предлагаем вам несколько способов, как порезать лук без слез.
Первый способ – резать лук на доске, смоченной уксусом. Испарение уксуса блокирует и связывает испарение лакриматоров. Это приводит к тому, что вещество не попадает в глаза, а соответственно не раздражает оболочку. Способ второй – немного заморозить лук перед его обработкой. При низких температурах свойства летучих веществ значительно уменьшаются, а значит они улетучиваются в значительно меньших объемах и так сильно не влияют на оболочку глаза. Третий, самый распространенный, простой и нетребовательный способ – смочить перед шинковкой и лук, и нож. Пальто. Сколько женственности и уюта в одном слове. Чтобы ассоциации были оправданы, нужно выбрать теплую, удобную модель, ведь осень уже равноправно вступила в свои права. Мы очень надеемся, что наши советы вам помогут. Выбрать осеннее пальто – нелегкая задача, ведь среди тысячи фасонов важно выбрать свой идеальный. Для этого нужно определиться с типом фигуры. Так, девушки с фигурой груша могут смело акцентировать внимание на плечевой зоне, закутываясь в объемные воротники с богатой отделкой. Капюшон также уравновесит пропорции, отвлекая внимание от широких бедер. Силуэт перевернутый треугольник обретет гармоничный вид в пальто цельнокроенным рукавом или рукавом реглан. Воротник-стойка – удачный вариант для подобных моделей. Девушки с размытой линией талии могут умело создать женственные очертания с помощью пояса на талии. Кстати, песочные часы также выигрышно выглядят в этом фасоне. Выбирая осеннее пальто по стоимости ткани, следует задуматься о сроке ношения модели. Если пальто покупается на несколько сезонов, выбирайте дорогую ткань в классических расцветках и фасонах. К слову сказать, самыми популярными среди благородных тканей являются кашемир, кожа и твид. А мы продолжаем наш эфир. И продолжаем мы его, знаешь, как утром было, с песней, да, с чувством хорошего. Проснись и пой, как говорится. Ну вот, а сейчас у нас будет петь хор школы номер 17. Есть художественный руководитель Надежда Яковлевна Макарова, который им руководит. Ну и предлагаю ребятам начать поднимать на настроение. Мы поздравляем, да, всех с началом нового сезона, и вас, и нас, и пожалуйста. Первый погожий сентябрьский денек, робко входил я под светлые своды. Первый учебник и первый урок, так начинаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы. Вот на груди алый галстук расцвел, юность бушует, как вешние воды. Скоро мы будем вступать в комсомол, так продолжаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы. Жизнь — это самый серьезный предмет. Радость найдем, одолеем невзгоды. Красная площадь, весенний рассвет. Вот и кончаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы. Но стоит только поаплодировать, да, ребятам, которые Конечно. исполнили песню. Я прям погрузился в атмосферу своих Да, я тоже школьных так лет. немножко поностальгировала. А я думал, ты посидела. только вчера школу закончил.
Нет, я не вчера закончила школу, это было довольно давно, но не буду говорить. Но вот эта песня, она является определенным символом. Хочется пожелать всем с начала хорошей, отличной недели. Напомню, что сегодня 9 сентября, понедельник, и мы начали новый сезон. Поступает очень много вопросов, куда делись наши коллеги Сана Кюн. Они никуда не делись, буквально через 2 минуты Сана Кюн продолжит эфир и будет в течение часа вместе с вами. Ну а мы с вами увидимся завтра, опять-таки в 7 часов утра. Встречайте утро вместе с нами. Пока-пока.